Самые актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Арсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Почему жители села Октябрь боятся отправлять детей в школу? В Чистеньком обнаружили нарушителей, которые привезли мусор для разгрузки. Крымско-татарский богатырь отмечает день рождения. О всем самом интересном расскажут наши корреспонденты. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Экс-главу Минэкономразвития обвиняют в получении взятки в размере $2 миллионов за приобретение Роснефтью госпакета акций Башнефти. Как заявил Следственный комитет, Улюкаева задержали с поличным при получении денег. Во вторник суд отправил его под домашний арест до 15 января. В Следственном комитете отметили, что виновность Улюкаева в получении взятки подтверждается специфическими следами на пальцах рук, а также заявили о наличии ряда весомых доказательств, в том числе аудио и видеозаписей. Сам Улюкаев в суде вину не признал, отметив, что намерен максимально сотрудничать со следствием. Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года. До этого он 9 лет был первым зампредом Центрального банка. С 2000 по 2004 год он работал в должности первого заместителя министра финансов. В Крыму удвоили штраф за торговлю в несанкционированных местах. Ялте передали 2 южнобережных санатория. Эти и ряд других законопроектов сегодня утвердили на заседании 5-й сессии Государственного совета Республики Крым первого созыва. В ходе заседания парламент Крыма принял решение об увеличении размера штрафов для стихийщиков. Так, в 2 раза увеличили штраф за торговлю в неустановленных для торговли местах с 2 до 4 тысяч рублей. У нас 2 поправки, они поддержаны профильным комитетом. Голосуем за данные поправки. Прошу поддержать. За 64 решение принято. Наряду с этим Государственный совет разрешил Совмину передать в муниципальную собственность Ялты 2 южнобережных санатория. Министр здравоохранения Крыма Александр Галенко во время доклада сообщил, что медицинским организациям полуострова требуется 17,5 миллиардов рублей на то, чтобы соответствовать стандартам оказания медицинской помощи. У нас сейчас работает 7195 врачей и 17283 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами составляет 37,7, при обеспеченности в Российской Федерации 37,2. То есть мы даже здесь немножко выше, чем в среднем по Российской Федерации. Средние медработники у нас 89% обеспеченность, в Российской Федерации 89,6%. Укомплектованность врачами у нас составляет 81%. Правда, совместительство получается 11,17%. В ходе заседания депутаты Госсовета отложили рассмотрение протеста прокуратуры на регистрацию объектов в 100-метровой прибрежной зоне на более поздний срок. Председатель Крымского парламента Владимир Константинов отметил, что необходимо получить ответ Министерства экономического развития России на повторный запрос парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет». Легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта «Парк Гагарина» на улице Киевской в Симферополе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по Республике Крым. Водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь со стороны площади Московской в сторону улицы Толстого, по неизвестным причинам допустил въезд на полосу встречного движения, где выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован. На месте работают сотрудники ГИБДД. Школу в селе Октябрь Джанкойского района закрывают. Находиться в здании опасно. Жители обеспокоены. Отправлять детей в школу, которая находится в аварийном состоянии, они боятся, а соседняя школа находится в 8 километрах от села. Все подробности расскажет Султания Ситакаева. В селе Октябрь закрывается единственная школа. В администрации Джанкоя утверждают, что школа находится в аварийном состоянии. Но родители и ученики уверены, что школе необходим лишь капитальный ремонт. Сейчас более 50 школьников начальных классов ездят на школьном автобусе в село Майское. Родители относятся к закрытию школы и переводу учеников в другие учебные заведения отрицательно. Они готовы своими силами собрать средства для ремонта здания. Мы готовы, наше село готово скинуться, помочь.
восстановить школу или как сохранить ее. Директор школы Светлана Габушкина отметила, что причина закрытия школы в первую очередь ветхость здания. Школа была построена в 1937 году, пережила годы войны, но за 79 лет здание ни разу не ремонтировали. По словам директора, крыша здания может обрушиться в любой момент. Но так как здание наше аварийное признано и выполнено экспертное заключение, то наши дети по заявлению родителей распределились в две близлежащие школы. Это муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская школа» и муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская» с крымским языком обучения. Дети распределились в равных долях – 26 и 25. То есть всего у нас 51 учащийся. Местная жительница Эльмира Исмаилова рассказывает, что в селе нет ни медпункта, ни дома культуры, ни почты. Теперь хотят закрыть и единственную школу. Потому что район считает, что нецелесообразно в нашем селе делать ремонт или построить новую школу, если результат экспертизы был дан на демонтаж здания. Но там были еще рекомендации, что сделать проектно-сметную документацию на строительство новой школы, так как село у нас большое. Более 1000 людей у нас проживает. Заместитель главы администрации Джанкойского района Алла Пономаренко заявила, что в этом году Роспотребнадзор не дал разрешения на эксплуатацию школы. Здание разрушено, и пребывание детей в нем представляет угрозу для их здоровья. Школа двухэтажная. Второй этаж не эксплуатировался много лет уже. В этом году мы получили техническое заключение специализированной организации, которая нам подтвердила, что эксплуатация школы этой невозможна, и школа должна подлежать разборке. Мать 3 детей Ольга Волошинец также не согласна с заключением экспертизы. Она рассказала, с какими трудностями сталкиваются ее дети, добираясь в другую школу. Это в 6 часов они встают. В 6 они встают, в 8:30 отсюда уезжают, 2:30 они приезжают. И представьте, целый день мерзнут. Они больше стоят на остановке, боятся не опоздать на автобус. У нас большое население детей, очень большое количество детей. Мы на первом месте по рождаемости. Я говорю, нас хвалят за то, что у нас очень много детей. Но в наше село никому не нужно. Куда нам уже идти, я не знаю. О строительстве новой школы в селе Октябрь пока ничего не известно. Но уже в следующем году в селе будет установлен модульный детский сад на 120 мест. Султания Истакаева, Энвер Аблязиз, телеканал «Миллет». При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в Москве начал свою работу юбилейный 20-й международный конгресс на телевидении уравнения с 3 неизвестными регионы рекламоизмерения. В рамках конгресса состоялась 4-я церемония вручения премии имени Владимира Зворыкина за наиболее значимые научные достижения и инженерные решения в области телерадиовещания. На конгрессе также принимают участие представители телеканала «Миллет». Особое внимание уделили проблеме вещания региональных каналов в цифровом вещании. В 2018 году будет отключен аналоговый сигнал, и основное вещание будет осуществляться через спутниковое и кабельное телевидение. Это касается тех телеканалов, которые не попали в первый и второй мультиплекс. Но эта проблема не коснется Крыма, так как в нашей республике успешно развивается 3-й мультиплекс. Сегодня телеканал «Миллет» вещает в цифровом и аналоговом сигнале на спутнике Ямал-401. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев провел заседание с недропользователями. Что обсуждали, расскажет София Шукурова. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев, обращаясь к недропользователям, отметил, что все лицензии выдаются согласно российскому законодательству. Также он заявил, что министерство не заинтересовано в разработке карьеров в ущерб жителям Крыма. Геннадий Нараев призвал недропользователей учитывать интересы жителей при планировании добычи полезных ископаемых вблизи населенных пунктов. Проблем достаточно много в каждом муниципальном образовании. Что вы готовы там где-то дорогу построить, где-то участвовать в водообеспечении населенного пункта, в сфере обращения с отходами производства, потребления, готовы внести свою лепту. Все это приветствуется, и руководители вас, как правило, поддержат, потому что они понимают, что вы готовы зарегистрировать свое предприятие на территории того или иного муниципального образования, что это увеличивается доходная часть бюджета, создаются новые рабочие места.
Но вот необходимо эту позицию проводить разъяснительную работу с местными жителями. Подведомственным учреждениям будут внесены изменения в санитарно-эпидемиологические нормы. Теперь карьеры будут размещаться на расстоянии не менее 1 километра от населенного пункта. Напомним, в селе Лекарственное Симферопольского района разработка гравийно-галечного карьера планировалась лишь в 300 метрах от жилых домов. Есть определенные нормы Санпина, которые регламентируют расстояние размещения объектов недропользования от населенных пунктов. Это от 100 до 500 метров и так далее. Наше предложение такое: при подготовке новых участков недр давайте будем опираться не на Санпин, а обычную житейскую логику, чтобы минимум был километр до ближайшего населенного пункта, чтобы у нас эти вопросы и проблемы не возникали. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. Проблема мусорных свалок в Крыму беспокоит жителей полуострова уже далеко не первый год. Всего на данный момент возле крымских населенных пунктов находится более 250 постоянно действующих свалок. Одна из таких в Чистинском сельском поселении. Мусор вывозить сюда запрещено, однако местных жителей это не останавливает. Накануне здесь были обнаружены нарушители, которые привезли мусор для разгрузки. С места событий наш корреспондент Султания Меджид. Свободно дышать в Чистинском сельском поселении местным жителям не дает эта свалка. Огромная площадь усыпана битыми бутылками, кусками тряпок, пакетами, пластиковыми отходами и другим мусором, который издает неприятный запах и вместе с ветром разлетается по близлежащим окрестностям. Несанкционированная свалка бытовых отходов была закрыта, однако по сей день люди продолжают вывозить сюда мусор. Именно поэтому было проведено расследование и уже обнаружены нарушители. Вот они выгружали при мне. И все. А вы что делаете, мужики? Привезли, ждем начальника. Вы мусор выгрузить, да? Мы не выгружать не буду. Я сказал, я приеду, но я выгружать ничего не буду. Расследование длилось на протяжении недели. Сотрудник государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-Экоресурс» Денис Волков рассказал о процессе расследования. Была поставлена начальством задача пресечь незаконный вывоз мусора на свалку. Я 2 дня наблюдаю за этой свалкой, и вот сегодня удалось поймать машину, соответственно, проследить и заблокировать въезд. В селе Чистенькое, зафиксировал похожую машину, проследил за ней, все, подъехал сюда вот к сторожу, заблокировал и побежал быстренько смотреть, что они делают. Соответственно, все, после чего я вызвал полицию. Когда я приехал, и после того, как я вызвал сотрудников полиции, так как они не находились в моем поле зрения, они все убежали. Нарушители в спешке скрылись с места преступления, оставив на территории свалки грузовой автомобиль, так как выезд был перекрыт. Но избежать наказания нарушителям не удастся, они будут вынуждены заплатить штраф. В рамках административного расследования будет отправлен запрос в ГИБДД о собственнике транспортного средства и будет привлечено к административной ответственности по статье 8.2. Если это юрлицо, то от 100 до 250 штраф. Если это будет гражданин, то от 1000 до 3. Местные жители уже привыкли, что рядом с их домами стоит гора из мусора, но не перестают просить помощи у местных властей. Там жгут резину и кости и все остальное. И собаки вот эти вот бегают к нам сюда в деревню. На улицу просто невозможно выйти. Надо, чтобы дети всегда были под присмотром на улице. Потому что так их сюда вывести кого-то, это очень страшно. Просто-напросто. Очень бы хотелось, чтобы наши представители приехали, даже к нам бы в деревню пообщались бы, увидели вот эту свалку и просто ее хотя бы закрыли. Зарема Берберова проживает в селе Камышинка на протяжении 26 лет. Она рассказывает, мусора с каждым годом все больше. Он разлетается и загрязняет близлежащие поля. Жить рядом с такой свалкой очень тяжело и опасно. Из-за свалки в окрестностях села появились дикие собаки. Они уже неоднократно нападали на людей и домашний скот. Одно время очень много диких собак было. Даже нашу козочку вот разодрала со свалки собака. Прибегала сюда, и такую хорошую уже котная козочка была, ее разодрала собака.
Пока местные власти думают насчет решения проблемы, жителям остается надеяться и ждать. А мы, в свою очередь, будем продолжать разбираться в сложившейся ситуации. Все подробности в следующих сюжетах. Султания Меджид, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. В Симферопольской многоэтажке, которая находится на улице Крымской Правды, будет работать лифт. Почти 20 лет жители дома вынуждены были пешком подниматься на 9-й этаж. Теперь же все будет иначе. Тему продолжит Абдулла Джиусман. Городская администрация проводит капитальный ремонт общежитий. В него входят ремонт фасада, крыш и замена лифтового оборудования. На эти работы было выделено 260 миллионов рублей. В 9-этажном доме на улице Крымской Правды 18 лет не работает лифт. В многоквартирном жилом доме около 80 квартир. Спускаться с 9-го этажа сложно, в подъездах очень холодно. Жители уже потеряли всякую надежду. Комментировать ситуацию на камеру они отказались. Спустя долгие годы в доме наконец начался ремонт лифта. По словам заместителя министра ЖКХ, работы ведутся уже второй день. Полностью будет изначально меняться конструктив шахты, делаться сейсмические пояса. То есть раньше были при Союзе еще ГОСТы определенные, когда сейсмопояса находятся на расстоянии друг от друга 2,4 метра. По новым нормам таможенным это 1,5 метра. То есть полностью переделываются шахты, будут установлены новые лифты, лебедки, двери, наличники на двери, будут машинные отделения восстановлены, везде будут поставлены противопожарные двери согласно Таможенного союза. В многоэтажке 2 лифта, здесь будет новое оборудование, начиная от подъемных механизмов, заканчивая лифтными дверями. Директор государственного унитарного предприятия Республики Крым, Крымлифт, Гидроремстрой Александр Калмагаров говорит, к Новому году в этом доме уже будет работать лифт. В связи с тем, что у нас контракт с генподрядчиком, на сегодняшний день установлен это 15 число, но если там будут какие-то небольшие отклонения, там несколько дней, мы, думаем, решим этот вопрос. Но то, что эти лифты должны смонтированы в этом году, и на Новый год люди должны, так сказать, подняться в своих лифтах на этажи, это будет точно. Также в многоэтажном доме ведется ремонт крыши, меняется мягкая кровля, которая способствует утеплению дома сверху. Тем временем жители надеются на скорое улучшение жилищных условий. Алиме Кайбулаева, Абдулла Джиусман, Энвер Аблязиз, телеканал Милет. Сегодня свой день рождения отмечает крымский силач Джамшид Исматилаев. В свои 33 Джамшид, выдающийся пауэрлифтер, единственный в мире крымский татарин, занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Одновременно отбуксировал 15 легковых автомобилей на расстоянии 10 метров. Как спортсмен отмечает свой день рождения, расскажет Сабрия Халиляева. С самого утра в семье Исматилаевых приготовление, накрытый стол, аромат традиционного крымско-татарского кофе. За столом близкие и родные спортсмена. Не хватает лишь именинника. Стук в дверь, и вот он стоит с букетом цветов для той, которая 33 года назад подарила ему жизнь, любимая мама Эмине. Она рассказывает, это традиция, все ее 5 детей каждый год дарят цветы на свой день рождения. С улыбкой на лице вспоминает тот день, когда родился Джамшид. Врачи Катакурганской больницы были очень удивлены. Он родился без 15-2 ночи. Но он родился 4300 килограмм. Вес у него был огромный. И тогда, когда он родился, ну, это 83 год, тогда в родильном зале медсестры, это Узбекистан, город Катакурган, медсестры между собой говорят, ничего себе ребенок, он, наверное, необычный ребенок будет, он что-то будет такой сильным. Рядом с Джамшидом его вторая половинка София. Супруга рассказывает, что Джамшид не только успешный спортсмен, он заботливый отец 2 сыновей-близнецов Исмета и Изета. Что его мысли в его голове, это замечательно, я всегда поддерживаю. Всегда я уверена в том, что если он хочет, он это сделает, он сможет, это бесспорно, обязательно. Отец Джамшида Бахром считает сына своей гордостью. Он много вложил в его воспитание и сегодня ни на минуту не жалеет, что отдал сына в спорт. Джамшид, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в спорте. С 33-летием Джамшида пришла поздравить и родственница Фатиме. Она рассказывает, что не только ее дети, но и другие ребята хотят быть похожими на Джамшида. Кто занимается спортом, тот в жизни у него удается все, многое. Вот у меня растут дети, у меня 3 сына, и я бы хотела, чтобы они тоже спорту уделяли большое внимание.
Приняв все поздравления близких, Джамшид отправился на тренировку. А как же иначе? Высот не достигнуть без упорного труда. Приседания со штангой, жим ногами, прыжки в высоту. Джамшид занимается 5 раз в неделю в спортзале. Не обходится и без занятий на свежем воздухе. Здесь спортсмен бегает, совершает различные разминания и приседает. Нагрузки с каждым днем все больше и больше. Есть люди, которые мотивируют, и есть события, которые мотивируют. Это семья, это дети, это супруга, это люди, которые заботятся о тебе, люди, которые всегда с тобой рядом, которые даже вне семьи, ребята, которые окружают меня, они всегда мотивируют, всегда говорят: не останавливайся, двигайся. На самом деле, таких наверняка людей много, которые могут так же, но просто я, видимо, в нужный момент, в нужном месте оказался, и вот получилось так, что такой какой-то успех пришел. Джамшид рассказывает, помимо пауэрлифтинга занимается восточной культурой, обожает самый красочный и яркий праздник Индии – Холи. Многие его также знают, как и диджея, он увлекается игрой на барабанах. Джамшид даже снялся в фильме «Монголия». Считает, что человек должен быть разносторонне развитым. Слов на ветер не бросая, вместе с друзьями даже придумал новое направление в силовом экстриме под названием «Силовой туризм». Еще раз, друзья предложили. Друзья, это как бы всегда идеи друзей, моих товарищей. Они предложили покорить Айпетри со штангой. Вот такая идея пришла в голову. Я не знаю, как это получится, но я, конечно, верю, что это можно. Ну, как бы есть опыт такой уже. У меня ходил на дистанцию город Судак и в сторону Нового Света. Вот, и захотелось, вот ребята подстегнули меня на это. Ну, я готовлюсь к этому. На следующий год весной спортсмен планирует сдвинуть с места поезд, а после и самолет. Желаем Джамшиду спортивных успехов. Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Дети Крыма за мир во всем мире. В Гурзуфе состоялась тематическая концертная программа «Нам этот мир завещано беречь». Концертная программа прошла в рамках долгосрочного социального проекта «Ради будущего». Дети Крыма продемонстрировали свой протест военным действиям. Подробности расскажет Гульнара Каримова. Проект, рожденный под девизом «Дети Крыма за мир во всем мире», направлен на возрождение и развитие одного из направлений общественной дипломатии – детской народной дипломатии. Выступление творческих коллективов Симферополя никого не оставило равнодушным. Это буквально детский крик «Мир, нет войне». Как сказала одна известная американская и английская актриса Одри Хепберн, в первую очередь в войне страдают не взрослые люди, а именно дети. И это мероприятие, оно посвящено маленьким детям, и не только маленьким, всем детям нашей планеты, потому что дети, считая в войне, они никак не виноваты в том, что происходит на нашей планете. Вот. И мне кажется, это очень важно, чтобы каждый человек задумался над своими действиями. И если есть какие-то конфликты, их не обязательно выносить на мировой уровень. Мы очень много трудились и пытались, чтобы каждый человек почувствовал, что на другом конце света у него есть друзья. На концерт с большим удовольствием приехали ученики Гурзуфской школы. Нам очень важно, чтобы дети наши росли с пониманием того, что значит дружба, что значит мир мир между народами. И, конечно, это очень важно, поэтому мы пришли сегодня сюда. И ждем от этого мероприятия положительных эмоций. И я думаю, это очень хороший воспитательный момент и необходимое мероприятие для наших детей сегодня, в нынешнее время. Проект призван объединить детей Крыма, России и всего мира во имя сохранения мира и согласия на земле. На концерте также присутствовали представители духовенства. Они отметили, что дети всего мира должны быть миролюбивыми, несмотря на национальность и вероисповедание. Мы видим сегодня, что во всем мире в разных регионах идут войны. Умирают невинные дети, люди. Очень жаль смотреть на эти кадры, которые вот сейчас летят самолеты и сбрасывают эти бомбы. Это даже очень трудно себе невообразимо представить. Не дай Бог, чтобы это не было ни у нас, нигде вообще. Во всем мире. Организаторы отмечают, что социальный проект набирает обороты. Он прошел в Ялте и в Керчи. Зритель наш – это детская аудитория, и не только детская аудитория, понимает, что этот вопрос актуален и на сегодня остается, и поддерживают, присоединяются к нашей акции. Проект «Ради будущего» продолжает шагать по Крыму. 26 ноября акция пройдет в Красноперекопске, 2 декабря в городе Саки. Заключительное мероприятие состоится в Симферополе под названием «Радуга счастья». Гульнара Каримова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий. До завтра.